Уважаемые коллеги, во времена глобальных вызовов, будь то пандемия, изменение климата или экономическая нестабильность, наше единство и совместные усилия являются ключом к преодолению этих препятствий. Важным остается приверженность ШОС, безальтернативности, политика дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций на основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права, неукоснительного соблюдения целей и принципов Устава ООН. В этой связи Кыргызстан, как и другие государства, члены организации, выступает за укрепление центральной координирующей роли ООН в международных отношениях. Принимаемая инициатива Шанхайской организации сотрудничества о мировом единстве за справедливый мир и согласие, а также заявление Совета глав государств ШОС о принципах добрососедства, доверия и партнерства полностью отражает наши общие стремления в построении стабильного, безопасного и процветающего региона ШОС. Существующие глобальные проблемы, как терроризм, киберугрозы и международная преступность, требуют нашего пристального внимания и совместной работы. Важно отметить, что представленная инициатива Кыргызской Республики о создании Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкеке является актуальной, востребованной и соответствует требованиям по совершенствованию механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС. Одной из аксиом регионального благополучия, устойчивости и безопасности является вопрос мира и стабильности в Афганистане. Для Кыргызстана эти основополагающие предпосылки региональной стабильности весьма важны, и хочу подчеркнуть, что Кыргызская республика готова развивать добрососедские отношения с Афганистаном для нашего общего блага и процветания. В вопросах мира Кыргызская республика также выступает за консолидацию усилий мирового сообщества, прежде всего Совета безопасности ООН, по скорейшему и полному прекращению военных действий и разрушению гуманитарного кризиса в секторе Газа, началу политического диалога и мирному урегулированию палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюциями ООН на основе принципа «два государства для двух народов». Подчеркиваем важность соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права, предусматривающих защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Кыргызская республика поддерживает неотъемлемое право палестинского народа на самоопределение, создание своего государства и вступление в ООН в качестве полноправного члена. В нашей общей работе не менее важным вопросом повестки дня, помимо глобальной и региональной безопасности, является дальнейшее совершенствование деятельности нашей организации. Считаю, что подготовленные Советом министров иностранных дел государств-членов ШОС предложения на этот счет нацелены на комплексную работу по этапной реализации всех поставленных задач в целях получения практических результатов по взаимодействию наших стран в рамках организации. Уважаемые главы делегаций, взаимовыгодные партнерские отношения в вопросах торгово-экономических связей являются одной из основ стабильного экономического и финансового благополучия наших стран в условиях экономической глобализации. В целях формирования открытой экономики и укрепления многосторонней торговой системы необходимо продолжить работу по сокращению торговых барьеров на всем пространстве ШОС.